А как зовут твоего динозавра? Как зовут? Дайте колготки в стирку. Как? Погромче. Якс. Екса зовут нашего динозавра. С появлением в доме Зои Юлдашевой трехлетний Микаэль начал наконец говорить. Мама вздохнула с облегчением. Меньше тревог, проще общаться с сыном. Мама у Микаэля инвалид по зрению. А если уж совсем без обиняков, мама у Микаэля слепая. Покажи маме. Вот он уже знает, как показать маме. Покажи маме, где глазки у него. Покажи. Глазки покажи. Вот. Это у твои глазки, а у паука покажи где. Вот он берет мою руку, видите? И показывает. Вот, да. У мальчика была задержка в речевом развитии. Это беспокоило маму. Но она целиком положилась на Зою. Зоя, кого хочешь, разговорит. Няня ее призвание, дети ее любовь. Я отсталась. Я считаю, что благодаря вот няням из Азии у меня ребенок легкий нравом, потому что люди общительные. Наш народ, он немножко закрытый. И вот, когда у меня малыш родился, мне немножко... За тобой, сынок. Врачи говорили, что его надо тормошить, он немножко был вялый. И я была рада, что у меня была няня из Азии, потому что она приглашала гостей каких-то, гуляла, общалась много. О драме на Октябрьском поле Лена узнала раньше Зои. У Лены как раз был день рождения, и она попросила няню приехать пораньше. Голос у именинницы в телефонной трубке был тусклый. Только что она проводила подруг, с которыми уже обсудила происшедшее. Первая реакция была ужасная, так как у меня няня и ребенок, мне было аж дурно просто. Ничего не подозревая, Зоя купила цветы, торт и отправилась в гости. Там и узнала новость. Няня-узбечка убила ребенка. А Зоя, хоть и наполовину, тоже узбечка. Я говорю, это не может быть, потому что узбеки не способны такого, потому что я не верила. Уже вечером Зоя увидела чуть ли не единственный мелькнувший в телевизоре сюжет на эту тему. Муж, с которым она снимает комнату в доме на соседней улице, водитель снегоуборочной машины, тоже узбек, был в ярости. В букет отборного русского мата вклинилось только одно литературное слово – депортация. А он же узбек у меня. Вот наши вот испортили вот это все, не может здесь находиться, нормально и спокойно работать не могут. Почему так всегда? Из-за чужих страдают другие. Опасения мужа отчасти подтвердились. Лена решила отказаться от услуг Зои. 2 недели стали испытанием не столько для Микаэля, сколько для мамы. Никого, кроме Зои, мальчик видеть не желал. Давай ты сам. Мама сдалась, Зоя вернулась. Кого ты любишь? Скажи, пожалуйста, мне. Маму любишь? Зоя. Зоя. Александр Кулыгин. Настоящее время. Москва. Обнимашки.